На улице уже рассветает. Я еще валяюсь. Ребята. Хорошо. Тепло. Всю ночь, наверное, шел снег. Сейчас выйдем, посмотрим. Там укрытие бурана, там в снегу весь. Да, походу всю ночь шел снег, да. Бездельник наш. Догорает уголек. Сухие дрова быстро горят. На ночь надо. Дрова сырые. Да? Сейчас пойдем. Ой, сейчас нагуляешься. Везде свои желтые пятна, блин, класс. Такое утро. Всем привет. Ну, мы гулять, ну. До сих пор идет снег. Такой мелкий. Бурана 4, наверное, уже проехала за утро. 4 раза собака лаяла. И ночью еще лаял. Ну, вечером, 7 часов вечера. Короче, охотники, рыбаки ездят и много. Ну и на выходные тоже с города рыбаки приезжают. Вот. Сейчас попьем чай и на лыжах уже пойду собирать чагу. Проверим. Лопату занесу. Ручка сыровата уже стала. Завтра обещают +1. Поэтому вот такая погода. Вон. Дым шпарит. Сейчас еще оттуда чуркой раскалю. Там более крупные они. Раскалю и перед уходом в печь закину. Ну, в общем, утро показал. Ладно, сейчас чай попьем и газку. Избушка тепло, комфортно. Вчера отужинал капитально, почти всю кастрюлю я съел. Суп очень вкусный был, поэтому ел, наслаждался. Здесь простыня, наволочка, даже и одеяло, ничего не надо. В избушке тепло. Вот. Все вот одеяла у меня здесь висели и висят. Не пользовался. Где-то после 9 вечера, наверное, спать лег. Стулон съест. Там вчерашнее. У него пусть позавтракает тоже. Вот вчера он половину съел, половина осталась. Чай. Иду к жерлице. Не знаю, что тут происходило. Жерлица на боку. Как так получилось? Или собака ночью приходила сюда? Не знаю. Это, наверное, собака, потому что даже сработки не было. Немножко подморозила. Да. Это собака, ребят. Тулан, она подходила. А дальше сработок я не вижу. Просто их нет. На маленьких лыжах сегодня я иду. Схожу за речи. Здесь вон на тех березах с осени я видел, уже там чага была. Да, снег перестает держать, все, капец. Ага, давай. Ты хотел похода, вот и иди. Сейчас лесу легче ему будет. Здесь от реки просто намело очень сильно. Да, все. Сейчас уже походы на лыжах труднее станет. Ну, он так спокойно будет, может ходить.
Вот. Гнет деревья. От сосны потом не выдерживают и не ломаются. Фу. Фу. Уже 20 сантиметров. Можно сказать, да, вон она чага. Помню я эти деревья. На обратном пути возьму, заберу их. Вот. Там 3 штуки точно есть. Вон они. Прям недалеко от избушки. Это на обратном пути, ребят. Все равно я здесь буду переходить. О, сейчас еще затянуть надо. Вот тут что-то огромное. Пока не подойдешь, не поймешь. Вроде тоже и чага. Ничего себе, ребят, тут. О, огроменная чага. О, так, это будет тяжело рубить. Здесь бензопила нужна, блин. Такое дерево. Фу, снег идет. Так, 2 куска улетели. Лучше сразу найти их. Потеряется. Пухляк я там. Так. Один. Второй куда-то вон туда улетел. Не знаю даже где он. Второй. Ну вот. Капец, жарко сегодня. Это жара, блин. Так. О. Так, это здесь оставляю. Потому что это начало пути, и это начало пути, ребят, и лучше оттуда подойти сюда, пускай тут лежит. Ну, там уже край этого островка, в общем, пустой, ни одной не нашел, хотя березы есть. Но в этом месте чаги не оказалось. Тулан пока может ходить, так идет стороной не по лыжням, и так сам по себе идет. Ладно, сейчас возвращаюсь. Здесь старица, и по другой стороне этой старицы пойдем на большой круг, там будет. Ну, на несколько часов, в общем.
На широких лыжах, конечно, легче ходить. Этот маленький, тяжковато. Думал, это мои следы лыжня, что ли, оттуда шел. А здесь дерево упало, вон туда. Там камлевая сторона. Гнилая береза, наверное. А моя лыжня где-то вон там проходит. Вон старится, вон там прошел. Так, идем дальше. Начало какое-то взрывное было, вот сразу вот, прям сразу нашел. И потом затишье, тишина. Ладно, рано или поздно. Все равно идем, там ели хорошие еще будет. Впереди нас ждет. Хорошие места. Вон там есть. Вот. С той стороны старицы я перешел вот на это. Слева луг бывший, там все заросло. Лес стал. Ну вот такой кружок, и блин, на таком расстоянии вот только первый. Сейчас будем рубить, наслаждаться этой находкой. Так. Да, не такие крупные, конечно, да? Отлично. Лучше, чем ничего. Ой, блин. На спине столько снега уже. Фух. Ну, капюшон поднять. Ой. Половина снега внутрь тела. Там вообще за пазуху все вошло. Опа. О, снег пошел. Тик-тик-тик. Хорошечно. Тяга так себе. Так себе. 80% тут шлака. Вот этой трухи. 10%, ну 20%, грубо говоря, хорошей чаги. Да. Слабовато. Совсем слабо. Собака возвращается куда-то, он туда ходил. Ой, туланчик. Тулан. Нашел. Нашел чагу я. Да. В лесу даже бельчих следов нету. Ничего нет у нас. Олег сейчас всех зверей, птиц съел. Ничего не осталось. Вот так вот. И живем. Не понял. Кого он лает? Я думал, с дерева. Померещилась, что ли, Тулан? Следов не было. Ничьих. Что-то он рванул туда, в сторону болота. Сейчас схожу, не поленюсь. Я тоже никакого звука не слышал, что кто-то побежал или взлетел там. Капец, конечно, тут. Вот смотрите, сколько снега на деревьях.
перестал лаять. Странно, Тулан. Что-то ты попутал, парень. Раз начал, уже схожу, покажу болото. О, тут светлее. Да, ребят, красота. Вот это красота. Кого лаял-то? А? Как лодка плюет. Ну он. Вот так вот. Следов даже ничего. Нету никого тут. Сейчас нас будет в марте. Ах, тогда и погоняем тут. Фух. Вот. Так это все выглядит. Болото шикарное, большое. Но если обойти на целый день, в принципе, я думаю, за целый день я смогу это обойти по расстоянию. Круговые, конечно, болотистые места. Вот. Сырые. Даже дятлов нету. Чтоб по деревьям стучали, веселее было, синицы там пели. Разрядился аккумулятор очередной. В общем, я и к тому, что вообще тихо в лесу. Тихо и вообще никаких следов. Что-то влияет очень сильно. Какие-то волны, наверное, просто не выдерживает птица, звери, птица. Неразгаданная пока, мистика какая-то. Болото шикарное, конечно. Отличное болото. Клюквы вот болото большое, а клюквы тут мало. А у нас возле села за гаражом. Ну, с размером такое же, наверное, болото там. Но клюкву всем селом просто каждый день всем селом всю осень собирают. Просто тоннами. А здесь почему-то урожая уже нет. Вот так. Все, ладно, сейчас дальше. Нырнем тайгу и дальше пойдем. Я бы, если он не облаял, я бы не вышел бы сюда. Пустоту облаял везде. Что-то похоже на, может, скрип такое дерево, похоже на звук птицы, может, из-за этого он в холостую облаял кого-то. Не знаю. Да, то ладно. Пойдем обратно за тягой. Тут, оказывается, вообще ничего нету. Вот одно дерево попадалось, и все. Тишина просто. Сотни березы. Нет, не такое место, видать. Находить уже тяжковато. Смотрите, как шоколад. Коричневый такой. Трухи, можно сказать, нету. Маленькая штучка нашел. Ну и здесь еще увидел. Тоже не крупный. Да лучше пускай не крупные попадают, чем вот эта труха крупная. Крупный трофей, но он, знаете, что на охоте. О, вот кого он лаял. Не знаю, в кадр попало или нет. Это была сова. Тулан, наверное, его и облаял там. Я не слышал его взлета, а здесь он взлетел и туда улетел. Ну, мельком, может быть, попало в кадр вам. Коричневый, блин. Вот. И, короче, большая чага, она, можно сказать,
основная труха. На охоте трофейный глухарь. Матерый, крупный. Интересно на него охотиться. Но уже у него жесткое мясо. Тоже минус тоже есть в нем. Так что лучше рябчика на охоте вместо глухаря. Или чагу не крупную, но больше, конечно. Вот. Такие вот они уже много трухи. Вот видите. Вот. Будем чистить. Лучше, чем ничего, блин. Да. Я уже расстроился. Такой участок прошел. И вообще тишина. Чаги-то и нету. Вот. А здесь хорошие места еще будут. Вообще отличные места. На руках понизу. Тут у меня крайний капкан тоже. В этом году не настораживал. Недалеко от болота тут. Туран просто вот стоит. А толку бегать там, искать кого-то. Вот чей-то след вот. Лиса прошла. Похоже на лису. Или может даже и куница. И все. Так. Ну ладно, сейчас пойдем дальше. Ловушка у меня тут. Ой, чем только я не занимался тут охотой. Не только капканами, но и ловушками всяко-разными. Да, но я тогда ничего не снимал. Я даже и представления не имел, что будет когда-то у меня канал какой-то на ютубе. Такие от ловушки. Все, уже сгнило, конечно. Тут были петли. Не петли, а вот эти. Чем настораживаешь, то все сгнило уже. Даже показывать тут нечего. Долго присматривался. Чага, не чага. Не пойми. В упор подошел. Ну и понял, что это чагенция. Все. Сейчас уже буду загружаться в рюкзак. Так. Опа. Все. В принципе, неплохая. Все. Это уже буду в рюкзак беру. 3 штуки. Ну, хоть что-то. А берез тут вообще везде кругом. Но здесь недалеко от изб. Может, охотники по пути тоже берут чагу. Они тоже домой. Не на сдачу, не продавать, а просто домой. Лечатся там. И просто наслаждаться вкусом чаги. Да? Лана, говорю. Лан. Так, ладно, сейчас схожу вон туда. Потом вернусь, еще вот тут зигзагом пройдусь. Потому что берез много, думаю, где-то еще будет. Ну вот, хоть что-то уже повеселее. Это пару килограмм уже есть. Короче, без съемки вот такой кусок нашел. И здесь еще он. Поэтому и включился. Вот он. Вот. Там уже какой-то нарост нехороший.
Так. Эти должны быть хорошие. Не такие крупные они. Да нет. Труха. Что-то быстро он отломался. О. Так. Опа. Так, еще нет. Этот. Опа. Тоже что-то хорошо откалывается они. Или погода такая. Вот так вот. В общем, нашел 4 штуки. Я хотел сейчас на избу уже идти. В том направлении шел, потом, да, я думаю, рюкзак не такой тяжелый. В общем, решил еще в другую сторону сходить. Здесь зигзагами ходил вот тут. Вот. Думал, тут я найду. Да нифига тут нету. Бересту тут снимали и по пути, наверное, вот эту всю чагу собирали. А вот это дерево с наклоном как-то стоит, смотрите. С наклоном. И, видать, не заметили это. И все. Тишина. Больше ничего нет. Там дальше густая тайга. Болотистые места. Но решил сходить в ту сторону к реке, где у меня донки стоят. Туда схожу. Если что-нибудь найду, оттуда уже пойду в сторону избы выгрузиться. Если нет, там можно еще побродить. Да лучше, наверное, сходить. Недалеко изба. Сходил и по-новому. То она опять совон лает. Сейчас туда схожу. Глухой звук такой, блин, зимой. Не слышно. Да из ружья, хоть из карабина. Выстрелишь, такой пук, слышно еще. Сейчас. Недалеко он. Молодец, Тулан. Не знаю, кого только. Он облаивает. Где он вообще? А, вон он. Нечетко лает. Что-то вот где-то какой-то запах почуял. А, елка. Ну тогда белка. Конна Тулан. А, разве тут найдешь его? Там болотистые сырые места, участки. Тулан, на елке кто-то сидит или что? Тулан, Конна. Ходить тяжело. Ну, обнюхивал на елке что-то. Может, белка. А? Тулан. Позвал меня, а толку? Где он? А, где 60 рублей? Ну, около 100 рублей, наверное, сейчас белка стоит по цене. Так. Такой березняк, туда идти не стану. Вряд ли что-то там есть. Параллельно вот здесь пойдем в сторону реки.
Давай, давай, ходи. Он сейчас устанет. И, скажем, через день я буду выходить на буране там в тайгу. Он из будки даже не вылезет. Надоест ему. Он понимает, что ходить тяжело по снегу. Нафиг, Олег, давай иди один. Так что пусть бродит. Это лучше, чем в вольере сидеть. Запомните. А то некоторые жалеют, вот собака, тяжело ему там ходить, еще что-то. Пускай тяжело. Тяжелее, когда в клетке сидит. Хоть животное, хоть человек. А так он нагуляется. Потом покормлю его, и он будет отдыхать, наслаждаться жизнью, спать. Вчера вечером он громко спал, храпел. Я еще, долго не засыпал. Фильм смотрел. Сперва один, полностью про бандитов. Это, блядь, жалко даже этого бандита стало как-то. Он убивал, потом его самого, грохнули. А второй фильм про то, как-то вот полюс поменялся на земле. Где море было, там суша стала на неделю как-то. И всю землю затопило море. И потом через неделю море вернулось обратно на свое место. Фантастика, типа море. Земля решила сама обезопасить себя. Это правильно. Как бы сейчас человек роет, пашет. На небе хрен пойми, что творится. И вот сама земля, просто это человечество все стерло с земли. И спокойствие стало снова. Толку от этих, как сказать, ракет и самолетов, когда все человечество умирает от этого. Мало тоже пользы от этого, действительно. Человечество и живность, и все погибает от этого всего, от этой цивилизации. Раньше цивилизации не было, но человек жил в радости. Вот так, опять Олег философствует. Но одно радует в цивилизации — это интернет. Вот это действительно радует. Сейчас я не знаю, как жить без интернета. Да, Талан? Давай, ходи. Ищи. Удача улыбнется и тебе, и мне. Рано или поздно. Главное надеяться. Иди вон там, в лесу меньше снега. Вон, вперед. Давай. Кобылины, они крепкие. Сучки выносливые. Кобыли крепкие. Вот. Так, вот тут снова более-менее как-то березняк более крупный. Вон там уже река, ребят. Здесь чагу нашел. Решил, хотел туда сходить. Потом думаю, а нафиг надо. Давайте я сперва зигзагами схожу к избушке. Там выгружусь. И уже обратно сюда приду и дальше сходим налегке. Вот тут чагу нашел, включился. Вон там река. Небольшая чага тут. Хорошо упирает. Ой, капюшон надо поднять. Опа. Хорошо отошла. Очень здорово.
Вот. Короче, тут ничего не оказалось. Совсем мало. Ну, практически нету. Это разочага за такой путь. Но я надеялся, что я здесь найду и много. Потому что дофигища берез я прошел. Здесь луг был, все уже. В воду ушел берег. Там сработки нету. Тут тоже нету. В общем, ничего не сработало. Ничего не сработало. Пустота. Надеялся на этот. Здесь у меня сработка была. Да. Короче, пусто. А может сейчас он... Ну, может замерз. Не знаю, не знаю. Так, крайний. Вроде бы не вижу. Не вижу. Ладно, нет так нет. Короче, давайте в сторону избы все-таки схожу я. Такой ельник. Очень густой. Все заросло, блин. И тропинка уже. Ну, где ходили раньше на охоту с ружьем, озера проверять. Ничего не осталось. Вот. Берег непонятный какой сейчас стал. Так. Вот тут спущусь. Тут озеро надо еще перейти. Ох ты! Нормально еще по берегу мне идти, короче. Достаточно. Надежда еще есть. Тем более я зигзагом пойду. Тулану можно сейчас спуститься на речку и идти уже по реке. Ну, вообще сработок нету. Такие дела. Фу. Вон. Короче, камера перестала снова выключаться. Кнопка выключения перестала работать. Хреновое дело, блин. Все, наверное, придется эту камеру поменять. У меня как бы есть запасная камера еще. Поэтому этой камере капец. Пришел. Вот такой. Опа. Бля. Самые хорошие куски как-то разлетелись. Непонятно как. Да, жалко. Жалко. Ладно, убираю. Дома уже буду чистить. Но могут еще. Вот, блин. Что с камерой? На болоте сперва начинал, потом вроде нормализовалась. И сейчас снова. Не включить, не выключить. Так. Тула, чё заклинило тебя? А? Тула, чё заклинило тебя?
Тут, в общем, в той стороне я уже ходил. Сейчас от реки отошел. И здесь параллельно реке пойду. Первой чаги, которую я брал сегодня. Тут такие места еще хорошие, березы будут. И подъем тут. Так. Подъем крутой. О, ёпта, в глаза попало. Фу-ху-ху. Что это было? Все снегу. Тулан не оставил меня. На речку спустился, а потом обратно пришел. Ой, вот такая верная собака на охоте должна быть. Фух. Ну вот. Дальше куда идти? Капец, конечно, тут места. Не позавидуешь. Дошел до заначки. Все, забираю отсюда и возвращаюсь. Вот тут крупные чаги, которые я сегодня вот нашел. С этого дерева. Ну и там еще на берегу. О, блядь. Все-таки порвал. Там на берегу еще. О, как сказать. Вот этот сидар, конечно, блин, рюкзак хороший. Но вот брезент. Пришло время, и он просто гниет. Жалко, жалко. Не выдержал. Не знаю, как-то надо. Сейчас в избушку приду. Вот так как-то пришить надо. Ну и возле берега, там, ой, на берегу реки там, короче, еще одно дерево с чагой там было. И все. Первая охотка такая за чагой. Ну, рюкзак набрал. Не знаю, сколько тут будет, но... Хороший рюкзак получился. Так. Дома буду перебирать все, почищу. Так, вот одна лямка у меня порвалась. Хреново. Осенью так набирал. Примерно так же и набиралась. Если так я возьму. Хотя бы на одной лямке несу. Все. Здесь ни хрена ничего не оказалось. Я очень надеялся на эти места. Но, к сожалению, тут чаги не оказалось вообще. Ладно, нет так нет. Блин, забыл, ребят, включить. Я, в общем, подошел он оттуда. Все это снимал, комментировал. Загрузился. Выключаю камеру. А оказывается, он не включалась. Нажал, только включился. Короче, вот тут я последнее дерево отодрал. Такие мелкие куски. Вот здесь хорошие они, коричневые. Прям добротные куски.
Блин, почти все забрал. Вот. Эти куски, хоть маленькие, но они прям настоящая чага. Вот. Туда практически все уже забрал. Блин, вот не знаю. Забыл как-то включить камеру, представляете? Вот так все произошло. Ну, тут уже остатки сладкой. Практически ничего не осталось. Опа. Все забрал. Все вкусное забрал. Одним словом. Вот. Вот такой мешок получился чаги. Сейчас пойду на избушку. Тут прям здесь он рядом. Пойду и будем отдыхать. Мешок это получилось где-то килограмм 12, может и больше даже. Сейчас в Озоне заказал электронные весы, такие вот, ну, безмен электронный, чтобы взвешивать. Для интереса вам тоже будет интересно. Даже с собой можно брать. Там рюкзак взвесил, вон там Олег вот набрал столько-то. Я сейчас прикидываю где-то здесь, ну, 12-14 килограмм примерно, вот так, на скидку. Тащить тяжеловато. Но комментирую, что вот, чтобы я с собой брал волокуши и таскал. Вы просто вот сейчас смотрите, как я хожу, где я преодолеваю свои вот трудные участки. И представьте, вот представьте, вот такие заросли с волокушами ходить. Это просто невозможно. Если я с рюкзаком пройду 5 километров, а с волокушами я пройду на силы 1,5 километра. Просто возни будет капитально. Везде он будет цепляться, все время надо держать его. Везде он будет переворачиваться. Ну, перед тем, как что-либо написать, просто, ну, представьте, подумайте и вот смотрите мои фильмы. Было бы выгодно с волокушами, я бы, конечно же, ходил. Может быть, еще с волокушами удобнее по насту будет, но не сейчас. Когда ты начал уже проваливаться, лыжня идет, и на этой лыжне он будет так вот, как неваляшка, ходить, все время куда-то цепляться. Жалко, конечно, не могу вам показать приспособа. Наш коми народ придумал, чтобы из леса вытаскивать мясо. Охотились, много добывали мяса. И такие вот приспособы, прям 3-метровые, вот, именно на лыжах. Как-нибудь, если где это в какой-то избе найду, обязательно обзор сделаю. Вот это действительно придумал коми народ, и удобно с ним ходить. А волокуши не вариант. А вот это такие на лыжах такие вот, я не знаю. Это надо вам показать и надо посмотреть. Руки начали трястись. Ладно, ребят, надо идти, потому что надо попить чай, немножко позавтракать. От напряжения руки уже трясутся. Ну, примерно так вот, за несколько часов. Можно, в принципе, сейчас посмотреть, сколько я иду. Не сразу трек я включил. Потом вспомнил, что у меня есть трекер вот этот. Прошел уже я 2 километра 260 метров. Вроде круг такой, скажу вам. Вроде много прошел, а круг не такой большой получился. Вот трек, вот время, час, ну 2 часа. И еще где-то, когда я включился, метров, но если здесь 260, где-то метров 200 еще прибавим. 2 километра 208, так, 2,460, примерно вот так. 2,500. Грубо говоря, 2,500 километров я прошел за 2 часа. Вот такой трек. К болоту вот тут выходили. Вот видите, болото там. К болоту выходил. Ну, хорошо должно видеть. Сейчас пойду к избушке. Такой трек.
Все здорово. Трика, конечно, помогает. Очень удобно ходить с ним. Еще знаешь, что все видишь. Так, и рюкзак надо отремонтировать сейчас в избушке.